Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главном. Более 1000 потерпевших и подозрения в хищении 2 миллиардов рублей. У меня нет представления, что творит сегодня в моих стройках. О ситуации с дольщиками фона и судьбу Анатолия Левады узнал Салават Мухаммадулян. Лето проходит, а зарплату не дают. Как до 1 сентября нам прожить, не знаю. А еще детей надо собирать в школу. Почему иссякли финансовые потоки для доярок Лаишевского района, выяснял Дмитрий Аринин. Деревья пошли под снос. Мне жалко просто. Земля мне не надо. У меня есть вон там 306 суток у нас, больше с лишним. Но нельзя же так. Для чего пожертвовали многолетние сосны, елки и липы? В репортаже Альбины Минибаевой. Время – деньги. Почувствовать себя взрослой. Хотелось узнать, что такое работа. Почему и где школьники на каникулах предпочитают трудиться, выяснял Рамиль Шайдулин. Ущерб в 2 миллиарда рублей и более 3000 обманутых дольщиков. Вахитовский районный суд Казани сегодня продлил срок содержания под стражей главы строительной компании «Фон» Анатолия Левады. Напомним, он обвиняется в совершении сразу 5 преступлений, в том числе и мошенничестве в особо крупном размере. Что Левада обещал своим дольщикам и о чем рассказал в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Салавату Мухаммадулину. Здесь у меня квартира. Ждем мы порядка 4-5 лет все уже. Михаил Печенкин, дольщик со стажем. 3 миллиона за свои квадраты в первом доме ЖК МЧС внес еще в 2012-м. Чтобы сроки сдачи дома наконец перестали смещаться, еще за 500 000 купил парковку в подвале многоэтажки. По заверениям застройщиков, эти деньги напрямую идут на строительство дома. Вот так мы сейчас достраиваем этот дом. Сдаем по секциям, то есть каждые где-то 3 месяца сдается она. Но ситуации Михаила позавидовали бы дольщики 5-го дома. После долгой заморозки его стройка началась всего пару недель назад. На площадке работает компания «Актаж». Именно им передали сейчас долгострой. Не поможешь и покупкой парковок. Меньше всего повезло дольщикам 3-го и 4-го домов. На месте, где должны были быть их 9-этажки, перекати поле. Есть только свая, а вариантов, кто бы из подрядчиков мог взять на себя постройку домов, на горизонте не видно. Но это лишь проблема ЖК МЧС. С наследием фона разбираются и на Ноксинском спуске, и в набережных Челнах. Пока 1000 обманутых дольщиков обивают пороги депутатов Госдумы и столичного исполкома, сам Левада уверяет, у его компании есть активы для сдачи домов. По крайней мере, так он говорит сегодня в эксклюзивном интервью. То есть у нас активы есть, они в виде земли с подготовленными сетями, с землей, с подготовленными, забитыми сваями. Также мы не отказываемся и от других соинвесторов, которые готовы подойти. Это все, как я говорил еще раньше, знакомые, друзья, фирмы, которые готовы сегодня принимать участие и доводить эти проекты до конца. Но доводить проекты главе компании придется все же из-за решетки. Сегодня Вахитовский районный суд на время следствия оставил его под стражей минимум до ноября. Отметим, что прокурор, как и адвокаты Левады, настаивали на домашнем аресте. Что можете сказать? Все отлично. Сарказм главы фона точно не обрадует дольщиков. Квартиры, за которые платили миллионы, они ждут уже 4-й год. Хотя некоторые в этом году все же получили заветные ключи. Ждали очень долго. А когда должны были сдавать? Сдавать должны были через полгода, да, по-моему, после покупки. Мы в 2012 году, по-моему, купили и через полгода обещали сдать. И сдали в итоге через 4 года. И это называется повезло. Когда будут сданы еще с десяток домов, вопрос открытый. Салават Мухаммадулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Обещанного 3-й месяц ждут работники агрофирмы «Семиречь» Лаишевского района. Все лето не получают заработную плату. Как говорят доярки, они вынуждены залезать в долги, а скоро нужно тратиться и на сборы детей в школу. В чем причина задержки и когда обещают отдать причитающееся, узнал Дмитрий Аринин. Зарплата у нас постоянно задерживается. Постоянно мы бастуем. Как говорят 14 доярок агрофирмы «Семиречье», свою зарплату в 15 000 рублей они не видели уже все лето. Теперь 2 месяца, июнь, июль. 3-й месяц, август пошел. Долгов
Не знаю, как будем жить. Как до 1 сентября нам прожить, не знаю. А еще детей надо собирать в школу. Даже по простым расчетам долг предприятия за 2 месяца составляет порядка 500 000 рублей. Отметим, что Семиречье – одно из крупных хозяйств Лаишевского района. Они специализируются на молочном скотоводстве. На предприятии сейчас около 1000 коров. Каждый день продукция идет от нас. Это в течение месяца. За месяц она вся накапливается. И в итоге от своего же производства мы не видим ни копейки. И выбиваем эту каждую копейку. У нас возникли небольшие трудности в связи с расходом кассового плана. Такие трудности, по словам руководства агрофирмы, возникли потому, что летом нужно заготавливать корма и начинать уборку урожая. Отсюда и задержка зарплаты. Как нам пообещали, ее выплатят в ближайшее время. В течение недели-двух мы закроем весь этот промежуток, который должны по заработной плате. Агрофирма и ее сотрудники работу не прекращают, но свои требования о невыплате зарплаты доярки подкрепили заявлением в прокуратуру. Сейчас проводится проверка по данному обращению. Запланировано проведение проверки на данном предприятии. По результатам проверки в прокуратуре обещали принять все исчерпывающие меры. Также здесь отмечают, что такие обращения о невыплате зарплаты находятся на особом контроле. Дмитрий Айринин, Фаниза Сидикова, Рамиль Гарифуллин, ТНВ, Лаишевский район. А вот в Бавлах по зарплате рассчитались. Правда, после вмешательства прокуратуры. Работникам Бавлинского лесхоза выплачено более 1 миллиона рублей долга. Местная городская прокуратура республики выявила факт невыплаты зарплаты 29 работникам лесного хозяйства и обратилась в суд. После вмешательства трудовые права работников полностью восстановлены. Долг по оплате труда им выплачен в полном объеме. Волга требует немедленной очистки. Экологическая ситуация в реке сложилась критической, заявил сегодня Дмитрий Медведев на совещании в Волгограде. Там принял участие Алексей Песошин. Сегодня в реку впадает больше трети всех загрязненных стоков России. До 2025 года нужно восстановить очистные сооружения и экосистему. На это потребуется больше 200 миллиардов рублей. Ведь берега Волги скоро вновь откроются всему миру, когда Россия подготовится к чемпионату мира по футболу. Вот и в Волгограде уже идет масштабное строительство нового стадиона. В этом году принимали Кубок Конфедерации на уже готовом стадионе, но все равно пришлось вложить определенные средства, чтобы адаптировать под требования ФИФА. И это все говорят для того, что хочется пожелать строителям и администрации, конечно, удачи, потому что фронт работы еще есть. Больше 2 десятков деревьев с 30-летней историей легли под трактор ради прямой дороги. Семья из Малых Кайбец обратилась к президенту Татарстана с просьбой разобраться с варварской вырубкой. На месте сейчас готовят основание под дорогу. Однако инициаторы посадки уверены, что можно было выбрать и более гуманный путь. Сколько рублей не хватило в бюджете села, чтобы сохранить лесной фонд, в репортаже Альбины Минибаевой. Даже прикладывайте табалар миналарны. Деревья повалены, обида осталась. Больше 100 растений Дания Садыкова вместе с бывшим мужем посадили 30 лет назад. В 2012-м оплакивала супруга, теперь вот свои совместные деревья. Душа очень даже болит, Жанна. Болит, она ведь 30 лет. В сельском поселении горе разделяют, но здесь свои расчеты. По-человечески жалко, но по-человечески нам тоже дорогу нужно было проводить. Потому что эту дорогу, вот эти вот дома, они уже сколько сидят без дороги. Ради новой дороги на улице Озерной через многолетние деревья и проехался трактор. Порядка 30 сосен, елок и лип были повалены за день. Старый дом Садыкова в паре метров от посадки. Соседи все видели, но комментируют ситуацию с неохотой. Нормально будет, дорога должен быть. Здесь много же деревьев. На месте, где сейчас прошелся трактор и были посажены деревья, для их спасения не хватило буквально пару метров. По словам инициатора посадки, администрация села могла обойти и другим путем проложить дорогу, но, видимо, руководство для себя выбрало более легкий путь. Экономия перевесила живые деревья. Щебенчатое покрытие обойдется селу в 648 тысяч рублей. Это деньги самообложения. Говорят, что дополнительные 75 тысяч, чтобы проложить дорогу, минуя посадку, не нашлись в бюджете. Но здесь земля сельского поселения. На земле сельского поселения мы имеем право прокладывать дорогу. Мы считаем, что действие незаконное, не было произведено собрание граждан, отсутствовало решение суда. Сегодня семья Садыковых направила письмо президенту с просьбой разобраться и сохранить оставшиеся деревья. При этом глава сельского поселения обещает подать в суд на пенсионерку за самовольный захват земли. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Кайбицкий район.
К сентябрю озеро Большое и Светлое система Лебяжий заполнит водой. Сегодня экореабилитацию водоемов проинспектировал мэр Ильсур Метшин. На Большом гидроизоляция выполнена на 70%, на Светлом на 20%. Параллельно засыпают слой песка, а дальше дно выложат илом. После этого пустят воду из озера Изумрудное. Сейчас для этого готовится насосная станция. Экореабилитация – лишь первый этап благоустройства территории Лебяжья. Здесь будут продуманы лыжные трассы и подземные пути. Продолжаются работы, которые мы начали в этом году вместе с компанией ТАИФ под руководством нашего президента по экореабилитации систем озер Лебяжья. Это на самом деле огромный подарок горожанам. Ход работ, который мы сегодня увидели, он идет по плану. Неисправная пожарная сигнализация, хлам на эвакуационных путях и просроченные огнетушители. С этим чаще всего сталкивают автоинспекторы, которые идут с проверками в учебные заведения. Меньше месяца осталось до начала учебного года. В 11 казанских школах уже выявили нарушения. В очередной рейд вместе с инспекторами отправилась и Альбина Салгараева. Как пользоваться огнетушителем? У вас все сотрудники знают? Да, у нас проводится обучение. Это школа номер 71 Новосавиновского района. Здесь, по словам инспекторов Госпожнадзора, в последнее время особых нарушений нет. Но в преддверии нового учебного года все без исключения проходят плановую проверку. Руководитель проводит беседу с детьми по пожарной безопасности. Соответственно, у нас проводится эвакуация раз в год. Также проводится неплановая, если есть в этом необходимость. Пожарная тревога. Наличие огнетушителей, исправная пожарная сигнализация, открытый доступ к запасным дверям – вот на что в первую очередь обращают внимание инспекторы при проверке всех школ республики. И многие эту проверку пока не прошли. Так, в Набережных Челнах в 43-й школе обнаружили ряд нарушений. Деревянные перегородки, узкие дверные проходы, отсутствие огнетушителей в коридорах – вот лишь малый перечень замечаний. Сотрудникам Федерального государственного пожарного надзора не предъявляются. Всем дается срок на устранение требований пожарной безопасности. В ходе проверки сегодня в Казанской школе особых нарушений не обнаружено. Парты и стулья из коридора руководство учебного заведения обещало убрать до начала учебного года. Если это не будет убрано, да, мы будем сообщать уже о таком нарушении. На сегодня 11 школ Казани не прошли проверку. Кроме того, в 6 учебных заведениях есть и грубые нарушения. Неисправна система автоматической пожарной сигнализации. Проверки школы республики продлятся до 31 августа. До 1 сентября все недочеты должны быть устранены, иначе санкции от прокуратуры. Альбина Салгараева, Алина Бережная, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Рабочее лето. В Татарстане трудоустроены больше 12 тысяч подростков. Зарплата в среднем 8 800. Но на некоторых должностях можно заработать и 15. Помогает госпрограмма «Содействие». В этом году на эти цели выделено больше 26 миллионов рублей. В каких условиях работают школьники и как рассчитывается зарплата? Рамиль Шайдуллин. По 7 часов ежедневно старшеклассница Камиля Зубаерова убирает со стола, следит за порядком в зале и помогает официанту. Ее профессия стюард, но только на лето. Мне хотелось почувствовать себя взрослой, хотелось узнать, что такое работа, и заработать свои первые деньги. Она и десятки школьников Казани отдыху предпочли работу в одном из городских аквапарков, куда за лето устраивают до 35 школьников, а зарплаты стабильные, обязанности простые. Это, конечно же, работы, не относящиеся к денежным средствам, не относящиеся к продажам алкоголя. Это, как правило, работа стюардов, помощники официантов. Андрей стюард со стажем в кафе у бассейна работает 4-й месяц. Деньги тратит на себя, гордится, что зарабатывает сам. На прошлую зарплату купил свой первый телефон. Подработка – привычная практика для 12 тысяч подростков в республике. В основном устраиваются на лето, но если обговорить условия, то работодатели принимают и во время всего учебного года. Вскоре нынешним стюардам придется вновь сесть за партой, что, впрочем, не помешает им вернуться сюда и зимой. Благо и платить обещают также частично организация, частично город и республика. В среднем 8 800 рублей получают работающие школьники. Сумму озвучил Минтруд, но бывает и больше. За помощь в благоустройстве территории где-то получают уже взрослые зарплаты. Вот эта вот сумма 15 560, потому что там связано с некими, не просто высадили там в рядок
рассаду, а там работы связаны на стыке строительных, дизайнерских услуг и на стыке благоустройства. К зарплате каждого республика добавляет по 1700 рублей в рамках особой госпрограммы поддержки. В этом году устроить на работу Минтруду нужно не меньше 20 тысяч несовершеннолетних. На это уже выделено 26 миллионов рублей. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Из Киргизии в Татарстан спасти сына. Помогите, пожалуйста, моему сыну выжить. Почему здоровый парень оказался инвалидом первой группы и как помочь семье? Лина Зинатуллина. 15 лет на страже безопасности. Боец отряда специального назначения постоянно совершенствуется. Как отметил свой юбилей 26-й отряд спецназа Национальной гвардии, в сюжете Сергея Хайдарова. В Елабуге продолжает работу 8-й международный фестиваль школьных учителей. В этом году на съезд в качестве участников и модераторов, помимо российских, приехали преподаватели и ученые из США, Германии, Израиля и Сингапура. Сегодня в рамках фестиваля прошел первый съезд учителей истории и обществознания. Какие вопросы волнуют педагогов, услышала Светлана Звонарева. Много интересных вопросов при подготовке к ЕГЭ. Это наш главный государственный заказ, да, идет. Какие изменения будут происходить в преподавании истории обществознания 2016-2017 годов? Задать вопросы, себя показать, других посмотреть. Собрались около 1000 учителей истории и обществознания из 43 районов республики. Главная тема встречи – качество и доступность исторического образования. В процессе возникают и другие насущные проблемы. Проблем в истории обществознания очень много. Первая проблема – это очень большой объем материала, который должны усвоить учащиеся. Вторая проблема – малое количество часов. Среди участников съезда как опытные учителя, так и молодые специалисты. Одна из задач делегатов – поделиться опытом и приобрести его. Очень важно, чтобы учителя собирались на такие форумы, обменивались проблемами, которые возникают в ходе преподавания, чтобы получали действенную, эффективную помощь со стороны академических кругов и со стороны методистов. Обмен информацией и мнениями, дискуссии, внесение конструктивных предложений. Чтобы оценить результаты совместной деятельности учителей, было предложено сделать съезд регулярным. Светлана Звонарева, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Елабуга. Скончался известный архитектор, заслуженный ученый Татарстана Нияз Халитов. Ему было 66 лет. Месяц назад у него диагностировали рак. Врачи помочь не смогли. Последние годы Нияз Халитов занимал должность главного научного сотрудника в Институте истории Академии наук Республики. А большую часть жизни занимался историей исламской, тюркской и татарской архитектуры. Одно из своих последних интервью он дал нашему телеканалу. Тогда он презентовал свою третью и, как оказалось, последнюю книгу. Прощание с Ниязом Халитовым состоится завтра в Казани в 10 утра в архитектурно-строительном университете. $45 тысяч – столько нужно Замире Ахмаджановой, чтобы спасти 24-летнего сына. У молодого парня отказали почки. Несколько раз в неделю сеансы гемодиализа. Но вернуть полноценную жизнь поможет лишь пересадка. Все деньги семья тратит на лечение. Оказались в долгах и оставили собственный дом в Киргизии. Сейчас они в Татарстане. Что случилось и как помочь? Лина Зинатуллина. Хроническая почечная недостаточность, терминальной стадии, вирусный гепатит С. Страшный диагноз Кудратулло Абдурахманова 4 года назад перевернул жизнь его семьи с ног на голову. Помощь государства в родной Киргизии была небольшой. Матери-одиночке с 4 детьми пришлось взять десяток кредитов в разных банках, залезть в долги и выехать из собственного дома. Все деньги на лечение 24-летнего сына. Его забрали в армию, в Бишкек, столица у нас там. Его там избил прапорщик. Вот с тех пор он с 2013 года получает гемодиализ. Он отбил ему почки. Почка не работает оба. Лечили сначала на родине, теперь в РКБ. В Татарстане семья уже месяц. Сделали местный полис, и гемодиализ могут получать бесплатно. Он имеет право на оказание бесплатной медицинской помощи, как и другие жители, граждане Российской Федерации. Он будет проходить дальнейшее лечение в нашем диализном центре в Казани. Или пересадки почек надо делать, или жить только на аппарате. В Киргизии пересадку попросту не делают, а вот в Татарстане готовы взяться. Но при отсутствии российского гражданства нет и квоты. А если делать платно, то столько денег семья просто не соберет. Нужно ни много ни мало $45 тысяч. Донором я буду сама.
анализы, как бы сдали, все подходит. Помогите, пожалуйста, моему сыну выжить, так как он еще молодой. Пока все необходимое лечение он получает бесплатно в Казани, но вернуть полноценную жизнь может только пересадка, и помочь парню может каждый. Для этого стоит только обратиться по телефону на экране или перевести средства на банковскую карту. Лена Зинатульна, Мирзалишев, ТНВ, Казань. Юбилей специального назначения. Сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня образования 26-го отряда спецназа Национальной гвардии. С юбилеем военнослужащих поздравил и Сергей Хайдаров. Увидеть такое шоу десятки гостей военной части и не ожидали. Перед ними на плацу демонстрации силы духа и мощи. В честь юбилея бойцы 26-го отряда спецназа Национальной гвардии показывают почти все, на что способны. О секретности их службы говорит хотя бы то, что военнослужащие этой части не имеют права называть даже свою фамилию. Мы прошли очень большой боевой путь, поэтому его так и масштабно справляем, дабы почтить память погибших, чтобы показать ветеранам, чего мы достигли, каких высот и над чем еще нам нужно работать. Работать над собой эти парни не перестают. В ряды отряда специального назначения попадают только с лучшей физической подготовкой. В честь юбилея медали и награды. Сегодня военнослужащие части не только принимают поздравления, но и по-настоящему удивляют пришедших гостей. Для них, спецназовцев, показательное выступление, где они демонстрируют настоящую спецоперацию. Противостоять террористам этому отряду приходится не только на учениях. Как правило, они обеспечивают безопасность в Казани в дни проведения крупных мировых событий. Боец отряда специального назначения постоянно совершенствуется в тактическом плане, в физическом, психологическом. В продолжении юбилея праздничный концерт для личного состава. У военнослужащих будет еще несколько часов для того, чтобы побыть рядом с родными. После снова на защиту Родины. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Вооружены, значит, спасены от жары. Около сотни нижнекамцев сегодня включились в зеленый фитнес. Массовую зарядку на свежем воздухе. А чтобы не было жарко, желающие вооружились водяными ружьями и пистолетами. Так активно татарстанцы отдыхают не первый год. Этим летом спортмассовые баталии идут по всей республике. Предлагаем посмотреть, как сегодня традицию продолжили нижнекамцы. И на такой позитивной ноте мы заканчиваем наш вечерний выпуск. Впереди еще спорт и погода. Увидимся в 21:30. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Поймаю. Так. Придется убираться. Когда мне что-то нужно срочно, выбираю пятерочку. Средства для стирки Тайд в ассортименте по 199 рублей. Хорошо, когда нужно, всегда рядом. Пятерочка выручает. В Мебельграде большая сезонная распродажа. Весь август скидки на 100% мебели. Вот такой должна быть пешеходная улица. А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. Сатуда Пятигорскидан шашкы мутон кундуз туннары. Искы туныңны китер, яңасына ташламал. Акция 8 августтан 13-на кадәр кичектиреп түләү. Сәйдәш мәдәният йорты. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Жми на газ! Возьми «Ладу» сейчас! Автоцентр «Парус» объявляет о старте госпрограмм. Первый автомобиль и семейный автомобиль. Льготный автокредит без первоначального взноса. Автоцентр «Парус». Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август Пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимиргалиева, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хәйретдинов, Ришат Төхвәтуллин, Сирина Зәйнетдинова, Филис Кахиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Олимпийская сборная России переиграла Канаду на турнире Сочи Хоккей Оупен со счетом 3-2. Первую шайбу победителей забросил нападающий казанского Акбарса Станислав Галеев. Отметим, что по ходу матча Россия вела в счете 2-0, но канадцы восстановили равновесие. В составе российской команды помимо Галеева отметились заброшенными шайбами Артем Федоров и Роман Любимов. За канадцев забивали Максим Нора и Жильбер Брюле. Второй период закончился массовой дракой, в которой у россиян больше всего активничали Григоренко и Любушкин. Канадцы очень сильно хотели отыграться, но подопечные Браташа отстояли победный результат. Добавим, что в рядах канадцев выступает еще один форвард Акбарса Джастин Азеведо. После этой победы в финале Сочи Хоккей Оупен олимпийская сборная России сыграет со СКА, а сборная Канады встретится с Магнитогорским Металлургом в матче за 3-е место. Во втором периоде много удаления было, драк. Поэтому не очень хорошо у нас все получилось в обороне, но, слава богу, перестроились в третьем периоде, показали хороший хоккей и довели матч до победы. Награды нашли своих героев. Сразу 7 медалей различного достоинства привезли из Баку наши стрелки. В столице Азербайджана завершились чемпионат и первенство Европы по стендовой стрельбе. Сегодня победителей чествовали в профильном министерстве. Если к победам Василия Мосина и Светланы Деминой на европейском уровне как-то уже привыкли, то имя Екатерины Рабая пока известно не всем. В Баку именно она в команде завоевала золото, а в личном чемпионате уступила победительнице всего один выстрел. Порадовала на турнире и наша молодежь, хотя молодым того же Геннадия Мамкина можно назвать только по возрасту. В 15 лет он покоряет Европу и получает звание мастера спорта. Всего в копилке наших спортсменов 7 медалей чемпионата Европы. 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Это значит, что есть куда стремиться при подготовке к Олимпиаде 2020 года. В стрельбе, можно сказать так, все возрасты покорны. У нас есть категории, извините меня, ветераны. Там тоже стреляют и показывают ого-го, какие результаты. У нас есть примеры очень продолжительных карьер. Не только внутри Российской Федерации, а в мировом масштабе. Естественно, сейчас идет процесс омоложения нашего вида спорта. Это правильно, и мы его поддерживаем. И вся та работа, которая идет, вот вы как раз и говорите, в 15 лет стать мастером и поехать на первенство Европы. Это ли вам не пример? В Смоленске завершился 5-й этап российской серии кольцевых гонок. В 3 из 5 классов чемпионата лидируют пилоты из Татарстана. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Настало время низких цен. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка, установка бесплатная. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике ожидаются осадки, ночные температуры понизятся. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана будет малооблачно, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, днем плюс 21. На северо-востоке республики малооблачно, к вечеру возможны дожди. Ночью плюс 13, днем же плюс 22 градуса. На севере Татарстана преимущественно без осадков, ночью до 13 градусов тепла, днем же до плюс 21. На северо-западе республики ожидается переменная облачность, местами с дождем. Ночью температура воздуха составит плюс 12 градусов, днем же будет до плюс 21. На юго-западе Татарстана осадки будут маловероятны. Ночью до 13 градусов тепла, днем же до плюс 22. В центральном районе республики ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, днем же плюс 22. В последующие сутки в Татарстане будет малооблачно и без осадков. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров, посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Прием документов до 14 августа. Телефон в Казани 251 01 55. Предстоящей ночью в Казани будет ясно и до 13 градусов тепла. Днем же ожидается дождь. Температура воздуха составит плюс 23 градуса.
Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.